Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о страшной аварии на трассе М7. Походу, вот этот водитель не заметил, и там есть такое оборудование, туда заехал боковой отвал. Водитель «Лады» погиб, врезавшись в снегоуборочную технику. Покажем беспилотный мусоровоз, уехавший от водителя. А также пожарные спасли собаку от верной гибели. И розыск подозреваемых в крупном мошенничестве. Разыскиваются подозреваемые в совершении мошенничества при получении выплат в виде пособий по беременности и родам в особо крупных размерах. Это и многое другое прямо сейчас. Погиб на месте. Страшная авария произошла ранним утром на трассе М7. На 813-м километре водитель «Лады Ларгус» на высокой скорости въехал в грейдер. Удар был такой силы, что от легковушки осталась лишь груда бесформенного металла. На месте происшествия был Айрат Назипов. Сразу после аварии на место происшествия прибыли экстренные службы. Чтобы извлечь 49-летнего водителя «Лады» из того, что осталось от машины, спасатели вырезали крышу. Но спасти мужчину было уже нельзя. Он погиб на месте происшествия. Не заметить стальгабаритную технику достаточно тяжело. В автомобиле присутствуют дорожные знаки и были включены проблесковые маячки. Тем не менее, водитель легкового автомобиля не смог избежать удара и наехал на боковой отвал. На втором участнике аварии, так же как и на грейдере, не царапины. Однако мужчина находился в шоковом состоянии. Позже ему пришлось давать показания следователям. О том, как все произошло, рассказали его коллеги. Велись дорожные работы, убирали среднюю полосу, получается, непроезжую часть. Убирали, чтобы машинам ехать можно было свободно. Получается, грейдер наш ехал половина на проезжей части, половина, получается, посередке. Походу, вот этот водитель не заметил. Авария сильно затруднила движение транспорта на этом участке дороги. Автоинспекторам также пришлось перекрывать трассу, чтобы убрать останки легковушки с проезжей части. Все детали происшествия сейчас выясняют следователи. Им предстоит выяснить степень вины водителя снегоуборочной техники. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Автомобиль женщины, устроившей аварию в понедельник на пересечении улиц Меридиана и Чистопольска, арестовали судебные приставы. Напомним, при повороте она не пропустила ехавший прямо автомобиль. После этого выяснилось, что прав автоледи лишили за езду в пьяном виде, после чего она все равно садилась за руль, попадала в аварию и скрывалась с места ДТП. Ей были выписаны 2 штрафа по 30 тысяч рублей, которые она не оплатила. Сейчас женщине грозит уголовная ответственность. При проверке по базам данных было установлено, что на данном водителе имеется задолженность по оплате административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Совместно со службой судебных приставов был осуществлен выезд. На транспортное средство был наложен арест. Владельцу автомобиля предоставляется 10-дневный срок оплаты, по истечению которого транспортное средство будет передано на реализацию. Водитель автомобиля Hyundai Solaris устроил крупную аварию на проспекте Победы. Он не смог притормозить на светофоре, на запрещающий сигнал светофора, и въехал в заднюю часть BMW, которая затем отбросила на впереди стоящую «Газель». Что помешало предполагаемому виновнику остановиться, узнавала Анна Городнова. Тормоза отказали или скользко. Дорога скользкая? Ну да. Таксист сам точно понять не мог, почему произошла авария. Сначала сказал, что у него отказали тормоза, и поэтому он въехал в БМВ. А затем решил, что во всем виноваты погодные условия и скользкая дорога. Стояли на светофоре, на красном свете, ждали зеленый свет. Удар сзади получили, от таксиста получается. И по инерции удара, по инерции откинул на «Газель». В аварии, к счастью, никто не получил серьезных травм. Водитель немецкой иномарки отделался стрессом и головной болью. Участники аварии остались дожидаться сотрудников автоинспекции, которым предстоит восстановить всю картину событий и выяснить, почему водитель такси не смог остановиться. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Вылетел в забор в результате аварии. Крупное столкновение произошло на пересечении улиц Чистопольска и Абсолямова. Перекресток не смогли поделить «Шевроле Лачетти» и «Киа Оптима». Удар был такой силы, что последний автомобиль, протаранив ограждение, практически вылетел на тротуар. Взаимное недопонимание привело к аварии на пересечении улиц Адараскова и маршала Чуйкова. По предварительной версии, Hyundai Greta и BMW X3 ехали навстречу друг другу. На перекрестке немецкий автомобиль стал поворачивать налево. Что говорят участники аварии, почему никто из них не признает свою вину, узнавала Алия Хайрудинова. От серьезных травм участников аварии уберегли сработавшие подушки безопасности. Тем не менее, удар был достаточно сильный, и оба автомобиля оказались не на ходу. Говоря о причинах аварии, ни одна из сторон не признавала свою вину. Мама ехала с той стороны.
Отсюда, да? А БМВ? Ну, поворачивал отсюда, получается. То есть БМВ не уступил, что ли? Не убедился. Второй участник аварии имел другую точку зрения на произошедшее и виновным себя также не считал. Я ехал на желтый уже. Когда я поворачивал на желтый, на перекрестке никого не было. То есть человек выскочил уже на глубокий желтый. Я просто заканчивал маневр. Свою правоту водитель немецкого автомобиля намерен доказывать с помощью видеорегистратора. Учитывая обстоятельства, обоим придется разбираться в госавтоинспекции. Иномарке же пришлось убирать с места происшествия с помощью эвакуаторов. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Беспилотный мусоровоз попал в камеры видеонаблюдения в центре Казани. Рядом с одним из жилых комплексов мусоровоз уехал без водителя. Никем не управляемая грузовая машина скатилась под уклон, снесла шлагбаум и поехала дальше. Водитель пытался догнать автомобиль, но, несмотря на все его попытки, сделать это смог только когда грузовик застрял в сугробе и остановился сам. В результате действий, вышедшей из-под контроля техники, никто не пострадал. Полицейские Казани задержали подозреваемого в совершении сразу нескольких преступлений. По версии стражей порядка, 26-летний казанец мало того, что угнал припаркованный автомобиль, так и еще и украл чужие вещи. Все произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Их записи в репортаже Рамиля Шайдуллина. Припарковал свой УАЗ во дворе дома на улице Серова и сильно удивился, утром не обнаружив своей машины. Об этом мужчина незамедлительно рассказал полицейским и написал заявление по факту бесследного исчезновения собственного имущества. Работая над раскрытием данного преступления, полицейские провели необходимый комплекс мероприятий, в результате которых восстановили картину произошедшего. Кроме этого, детальное изучение собранных улик и записей с камер наружного видеонаблюдения позволили в короткие сроки установить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, автомобиль подозреваемый пригнал к своему подъезду. После этого он снял с машины аккумулятор и похитил вещи, оставленные в салоне. Сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей. Свою вину ранее судимый мужчина признал полностью. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за совершение аналогичных преступлений. Причем в каждом случае его внимание привлекали автомобили исключительно марки УАЗ. В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством» и по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас предполагаемый злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112. В Казани на улице Тецовская спасли собаку, провалившуюся в яму с водой. В заточении животное пребывало 2 суток. Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило от очевидца. Мужчина рассказал, что собака скулит, лает и не может выбраться сама. Прибывшие на место спасатели спустились в канаву и вытащили из ледяной воды обессилевшего пса. Внимание, розыск. Главное следственное управление МВД Татарстана ищет подозреваемых в мошенничестве при получении выплат в виде пособий по беременности и родам в особо крупных размерах. Один из них – 35-летний Беляков Алексей Николаевич, бывший сотрудник филиала регионального отделения Фонда социального страхования. Второй – экс-врач-мамолог 35-летний Чухуа Гия Гиглаевич. Оба находятся в федеральном розыске. По данным следствия, они причастны к хищению из фонда 59 миллионов рублей под предлогом выплаты пособий 157 роженицам. Всех, кто имеет сведения о месте нахождения Белякова Алексея Николаевича, 1983 года рождения, и Чухуа Гии Гиглаевича, также 1983 года рождения, объявленных в федеральный розыск, необходимо сообщить в МВД по Республике Татарстан. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.